Коми завершились раскопки Эжельского курганного могильника эпохи Великого переселения народов. Археологический памятник датируется V-VI веками. Ученым удалось поднять из земли богатейший материал, фрагменты керамики, украшения серебра и бронзы, остатки кожаных и меховых изделий. Извлеченные из могильника останки помогут узнать, кто же жил на этой территории 1500 лет назад. Это была самая масштабная экспедиция последних лет Коми в составе почти полсотни человек. К археологическим раскопкам привлекались также сотрудники Нацмузея Коми, преподаватели, студенты Сыктывкарского госуниверситета и Вятского гуманитарного. Здесь мы изучили в этом году 15 погребений. Но, может быть, когда мы будем дальше изучать чертежи, там что-то выйдет и еще какие-то, которые вот так вот на поверхности в реальном времени не читались. Вот. Это одиночные погребения, групповые погребения. На территории республики Ижорский курган стал 7-м по счету. Ранее вблизи Вычек тоже было открыто 5 подобных, нетипичных для этой местности захоронений. Еще одно обнаружили в районе села Ижма. Высота тех курганов была невелика, всего 30-50 сантиметров над уровнем почвы. Этот Ижорский отличается, почти 70 сантиметров в высоту. Его площадь около 300 квадратных метров. Нашли его случайно. В 2013 году рядом велось изучение комплекса эпохи бронзы. Во время раскопок при определении границ памятника археологи наткнулись на одно из погребений. Оказалось, что к жилищному комплексу эпохи бронзы примыкал могильник более позднего времени. Разница между ними примерно 5 веков. Но что интересно, курган на территории более раннего жилого комплекса не заходил. То есть люди, которые обустраивали захоронение, понимали, что здесь кто-то уже пребывал раньше. Здесь мы видим, вот, например, как сказать, часть жертвенного комплекса. Здесь вот очень плохо, конечно, сохранились остатки какой-то кожаной сумочки. И в ней мы видим и наконечник. Здесь лежал сверху нож. Получается, это вот остатки ножен. Возможно, остальная часть у них ножен была деревянная, поэтому она и не сохранилась. Руководитель экспедиции Татьяна Туркина отмечает, материал захоронений поражает. Это выполненные из серебра и бронзы пряжки от ремней и обуви, наконечники, гривны, височные кольца. Причем работа ювелирная, видна инкрустация камнями. В захоронения укладывались даже дроты, вот такие бронзовые палочки. Это, по сути, первые деньги. Они лежали у изголовья и, скорее всего, также были частью жертвенного комплекса. Но самая большая удача – это, собственно, сами останки людей. Материал очень богатый. И это при том, что у нас на севере характер почв такой, что органика сохраняется плохо. В 15 погребениях было найдено 9 черепов, которые вполне пригодны для дальнейшего изучения. Вот один из них. Этот череп вообще, он находился достаточно высоко, близко к поверхности. Где-то, наверное, уже он вышел, у нас его макушка на 20 сантиметрах, вот в корнях он был. Но это череп выкинутый, он из разграбленного погребения. То есть он вне контекста был. Вероятно, разграбленные погребения эти были еще в древности. Ученые отмечают, разграбление не носит характер наживы. Здесь скорее сакральный смысл. Когда археологи вышли на саму могилу, обнаружили – все вещи на месте. Вырезан из земли только череп. На месте даже читаются характерные для этого вкопы в районе изголовья. Обнаружены и другие ритуальные особенности. Во всех захоронениях у покойных в районе пояса лежали ножи. Причем неважно, мужчина это или женщина. Но в 2 случаях кинжалы были словно воткнуты в землю над телом погребенных. Предполагается, что и выкинутые черепа, и воткнутые в землю кинжалы – это обряд обезвреживания духа. С одной стороны, надо почитать предков, а с другой стороны, обезвредить от козней. Второй момент разграбления. Вот мой род вам насолил. Вот вы мне сейчас отомстите на этом. Вот еще один. Это тоже ритуальное разграбление. Но в этих 2 видах разграблений, да, вот в этом виде разграбления нету грабительства. Это ритуальное нарушение упокоения. Что же на самом деле несут в себе эти ритуальные разграбления в древности, ученым еще только предстоит узнать. Как и то, кем же на самом деле являлись эти люди, явно чужды для территории нынешней Коми. Об этом говорит не только нехарактерное захоронение и богатое убранство, много серебра и бронзы. Ижорский могильник отличается от других курганных памятников еще и большим количеством керамики. Глиняные сосуды располагались особым образом, над головой покойных дном вверх, а на южной и северной сторонах из их половин выстраивалось подобие пирамид.
Судьба этого народа интересна, и ее еще только предстоит разгадать. В этом поможет и углеродный анализ. Пока же у ученых несколько концепций. И вот по одной концепции, это, которая превалирует, да, или превалировала вот в финно-угорской археологии Приуралья, что это с юго-западной Сибири дернули угры. То есть предки современных венгров, ханты и манси. Прибежали сначала на Каму, потом, смешавшись с местным населением, мигрировали сюда. Ну и здесь какое-то время жили, продвинулись вот до славного села Ижма. Вторая точка зрения также связана с событиями эпохи переселения, только на этот раз с гунским движением. Возможно, это сарматы, кочевавшие на Южном Урале. Еще одна точка зрения – никто вообще никуда не бежал. На территории Прикамья, где сегодня проживает наш ближайший родственный народ, люди достигли такого уровня социального развития, когда им захотелось отделиться от своих соплеменников, выделиться, в том числе в обряде погребения. Яркий подобный пример в мировой истории – египетские пирамиды, в которых хоронили только фараонов. Возможно, и здесь курганы возводились для особых погребенных. Все это пока теории. Ясно только, что следы пребывания этих людей на территории Коми пропадают в VIII веке. Что стало причиной, традиции были утрачены или народ двинулся дальше, неизвестно. Любовь Лапина, Иван Богомолов о крайне удивительных и загадочных итогах археологических раскопок Коми ученых.